Холокост – один из самых известных трагедий XX века. Это преднамеренная попытка полного истребления целых наций – мужчин, женщин и детей, приведшая к уничтожению более 11 миллионов человек, среди которых 6 миллионов были евреями. 27 января 2022 года исполняется 77 лет с того момента, как солдаты Красной Армии освободили заключенных концлагеря Освенцим. Именно 27 января ежегодно отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. Холокост в переводе с греческого означает «уничтожение огнем». Холокост – это синоним газовых камер, крематориев, сжигающих детей, женщин, стариков. Это массовый расстрел невинных мирных людей по одной только причине – принадлежности к другой национальности. Холокост унес жизни 6 миллионов человек. Мир Холокоста существует и сейчас. С каждым днем в мире увеличивается число нацистских группировок, которые ведут борьбу за чистоту славянской нации. Геноцид, расизм, национализм могут коснуться любого народа. Понять причины современного геноцида, остановить возрождающийся фашизм невозможно без знаний истории Холокоста. Трагедия Холокоста – это не только часть истории евреев, это часть всемирной истории. Ты запомни их глаза, ты подумай, может, они могли стать большими музыкантами, художниками, физиками или просто хорошими людьми. Но кто предоставил право одному лишать жизни другого без суда и следствия, только по расовым и национальным признакам? После оккупации фашистами Польши всем евреям, в том числе и детям 6 лет, было приказано носить белую или желтую повязки с шестиконечной звездой Давида. А за появление на улице без повязки сразу же убивали на месте. Затем евреев стали переселять в особые районы – гетто, где им предстояло теперь жить. Особенно тяжело было детям. Они были обязаны работать, как взрослые, по 14-16 часов в сутки, получая 270 граммов хлеба в день. Но самым бесчеловечным было то, что даже для такая тяжелая жизнь им не была гарантирована. Полицаи под предлогом медосмотра собирали детей. Их сдавали в немецкие госпитали, где у одних выкачивали кровь, у других снимали кожу с лица для раненых и обожженных. Сколько детей прошло через ужасы, ад и пекло фашистских лагерей смерти. Синонимами Холокоста на территории Европы стали названия лагерей смерти Освенцим, Треблинка, Майданек на территории Польши, Саласпис на территории Латвии. В трубах этих лагерей стоял дым от сожженных детских тел и душ. Этого нельзя забыть. У прибывших узников забирали одежду, их стригли, ставили номера и регистрировали. Первоначально каждого из узников фотографировали в 3 позициях, а в 43-м ставили татуировку. Сразу же после прибытия офицеры и врачи СС проводили селекцию, отбор депортированных евреев, направляя трудоспособных в лагерь, а стариков, детей, беременных женщин и всех, кто выглядел больным или ослабшим, в газовые камеры. Самые крупные лагеря смерти были в Польше. Это они были оборудованы газовыми камерами и печами для сжигания трупов крематориями. Детей обманом заманивали в газовые камеры, чтобы избежать паники. Им говорили, что нужно раздеться для душа и дезинфекции. Нацисты использовали особые отряды. Дети часто плакали, но после того, как члены особого отряда утешали их, они входили в газовые камеры, смеясь, играя и болтая друг с другом, часто все еще с игрушками в руках. «Не бойся, малыш, это недолго. Представь, что ты спишь, закрой свои глазки и вспомни меня. Потом все, как в сказке, все вместе семья. Мама, мне больно. Зачем? Почему? Хватит, довольно, скажите ему. Мама, спаси, не хочу умирать. Спрячь, унеси, мы устали страдать». Вот уже смерть повернулась лицом. «Мама, не плачь, я умру храбрецом». Каждый из нас должен помнить об этих трагических событиях. Каждый из нас должен знать,
Многое начинается с вас, с ваших мыслей, поступков, действий. Совершая действия, помните, что вы человек. Прислушивайтесь к своему сердцу, загляните себе в душу, посмотрите на мир справедливыми глазами и помните, что вы человек. Протяните руку не для удара, а для помощи. Радуйтесь тому, что кто-то может быть благодарен.